ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 7:50. Аэропорт. В Ухту прилетает временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Гапликов. Рабочий визит стартует с осмотра взлетно-посадочной полосы. После – переезд в Сосногорск. Первое знакомство со швейной фабрикой. Здесь трудится 137 человек. Каждый год им удается выпускать около 60 тысяч комплектов рабочей одежды. В раскроенном цеху чиновнику демонстрирует костюм сварщика. В вышивальном – процесс изготовления шевронов и логотипов на оборудовании японского производства. Но на этом экскурсия не закончилась. Это экспериментальный цех, здесь работают портные высшей категории, которые умеют шить практически все. И оборудование, которое здесь подобрано, оно практически дает возможность шить любые изделия. Хоть костюм космонавта, хоть водолаза, хоть охотника, хоть костюм просто. То есть мы предусмотрели здесь все. О таком экспериментальном цехе, я считаю, только мечтать можно. В Сосногорском районе 629 различных форм собственности. Одна из крупнейших – газоперерабатывающий завод. Здесь ежегодно производится 155 тысяч тонн сжиженного газа, 165 тысяч тонн стабильного конденсата. Около 60% идет на экспорт в 20 стран мира. Промышленный пейзаж сменяет прогулка по Парковой аллее. Среди прочего, столичному гостю докладывают – ведутся переговоры с предпринимателями. За право организовать здесь платные аттракционы придется заняться благоустройством. Но даже сейчас есть любопытные фигуры, например, семейное дерево с металлическими листьями. Ну вот железный, допустим, 18, 9, 15, Алексей, Марина. И сюда вешу. Подразумевается, что все это дерево в итоге будет уже в железных листьях. Вот эти вещи, конечно, все периодически срезаем. Поездка по Сосногорску завершилась заседанием в здании администрации. Руководитель района Дмитрий Кирьяков кратко познакомил гостей с городом и фабриками. Кроме того, озвучил, какие проблемы пришлось преодолеть муниципалитету за последние годы. Среди них финансовая из-за присоединения 7 сел к Сосногорску, а также ликвидация очередей в детские сады. Свою рабочую поездку Сергей Гапликов продолжит в Ухте. В том числе планируется осмотр строящихся домов для переселения из ветхого и аварийного жилья. Подробности в одном из наших ближайших сюжетов.